Новая перестрелка на границе с Кыргызстаном, есть погибшие. Россияне в Европу, таджикистанцы в Россию. Паломников Хадж вывезет 23 рейсами авиакомпании Сомон-Эйр. Риск применения ядерного оружия самое высокое со времен Холодной войны. Сегодня утром, примерно в 6 утра, в местности Кёха, в 10 километрах от центра Джамуата, произошла перестрелка между таджикскими и кыргызскими пограничниками. Об этом сообщает информагентство «Азия Плюс» со слов жителей Джамуата воров города Исфара. Есть погибший солдат-срочник, его отвезли в морг больницы, сообщил источник. По его словам, в настоящее время больница готовится к приему раненых. По словам источников, в таджикских силовых структурах кыргызская сторона в 6 утра без каких-либо причин открыла огонь в сторону наших пограничников, в том числе из минометов. Между тем, пресс-служба пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики уже распространила заявление. По данным службы, примерно в 7 часов утра в местности Булак-Баши Баткенского района Баткенской области со стороны пограничного поста ПВ ГКНБ Таджикистана был произведен выстрел в сторону пограничного поста Булак-Баши с ПС ГКНБ Кыргызской Республики, пишет агентство Аки-Пресс со ссылкой на пограничников. В ответ с кыргызской стороны был также произведен ответный выстрел в сторону таджикского поста. По данным кыргызской стороны, пограничный представитель Кыргызстана по Баткенской области и пограничный представитель Таджикистана по Сагдинской области уже провели телефонные переговоры. На месте инцидента выехали начальники пограничных отрядов сторон. По данным кыргызских пограничников, таджикская сторона вела перестрелку с применением гранатометов и минометов. Таджикские официальные ведомства пока никак не комментируют произошедшее. По статистике поисковых систем с начала войны в Украине Россия стала лидером по запросам о покупке гражданства или вида жительства других стран, а популярность запроса о приобретении гражданства ЕС выросла на 550%, пишет Евразия.нет. Приобрести гражданство, купить паспорт ЕС, срочный ВНЖ – такими запросами пестрят поисковики россиян с начала войны в Украине. Многие из них ищут временные решения в связи с финансовыми ограничениями и наложенными санкциями, но большинство хотят начать жизнь с нуля и получить открытые границы. При этом сотни тысяч граждан Таджикистана стремятся получить российское гражданство. В этом году количество получивших российский паспорт таджикистанцев выросло на 44%. Война и начавшаяся безработица тоже не остановили таджикистанцев. Многие пытаются воспользоваться возможностью, появившейся после начала войны, когда Россия сделала получение гражданства удобным для граждан постсоветских стран. Некоторые сразу после получения российского паспорта уводят на войну, но даже это не останавливает таджикистанцев, желающих стать россиянами. Для перевозки паломников из Таджикистана в Саудовскую Аравию авиакомпания Сомон-Эйр планирует выполнить 23 рейса. Об этом сообщили в пресс-службе таджикского авиаперевозчика. Первый рейс ожидается 20 июня. Стоимость хаджа для граждан Таджикистана в 2022 году установлена в размере 61 тысячи сомони. Это на 25 тысяч сомони больше, чем в 2019 году. Тогда стоимость составляла 35 тысяч сомони. В хадж будут отправлены жители Таджикистана в возрасте от 40 до 65 лет, согласно сообщению саудовского агентства печати со ссылкой на Министерство хаджа и умры, в этом году совершить паломничество разрешают людям до 65 лет, привитым от коронавируса. Риск применения ядерного оружия в мире достиг самого высокого уровня со времен Холодной войны, считает Стокгольмский международный институт исследования проблемы мира. Эксперты утверждают, все державы ядерного клуба – это Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР – намерены увеличить число боеголовок в ближайшие годы и проводят модернизацию ядерных арсеналов, сообщает в настоящее время. Несмотря на то, что в прошлом году были достигнуты значительные успехи как в области контроля над ядерными вооружениями, так и в области ядерного разоружения, риск применения ядерного оружия сейчас кажется выше, чем когда-либо с разгара Холодной войны, говорится в комментариях к докладу СИПРИ, директора института Дэна Смита. По данным
СИПРИ, США и Россия в совокупности обладают более чем 90% имеющегося в мире ядерного оружия, говорится в докладе. Другие 7 ядерных государств разрабатывают и развертывают новые системы вооружений, либо объявили о намерении сделать это.